Культура – это стремление к благозвучию и свету. Так пусть же и то, и другое преобладает в вашей жизни. Мы приветствуем всех зрителей телеканала «Магаз». Вы смотрите программу «Культура», в студии Лиза Барахоева. Главные темы выпуска. Родная Ингушетия отметила свой день рождения. В каждом городе, в каждом сельском поселении прошли праздничные мероприятия. Войлочная летопись ингушей «100 ковров» к столетию со дня основания ингушской государственности готовит доктор исторических наук, этнограф Зейнеп Зарахова. Этнические мотивы в исполнении артистов Центра театра, кино и креативных индустрий. 4 июня нашей республике исполнилось 32 года. Молодой субъект Российской Федерации активно развивается во всех направлениях и сферах. Нам есть чем гордиться и к чему стремиться. Важно также отметить положительную динамику развития культурной жизни региона. И то, что глава Ингушетии Махмудали Калимата выделяет особое внимание этой сфере и делает все возможное для нашего процветания. В этом году республика отметила свой день рождения скромно, в связи с тем, что весь год регион готовится отметить юбилейную дату – столетие со дня основания ингушской государственности, и все силы направлены на предстоящее грандиозное празднование. Несмотря на то, что на этот раз не было крупного республиканского мероприятия, праздничные концерты прошли практически в каждом городе и в каждом сельском поселении. И, кстати, в этом есть свои плюсы. Возможно, для многих жителей такой вариант был более удобен, поскольку он не подразумевал выезд за пределы того или иного населенного пункта, и праздничной программой можно было насладиться в стенах родного дома культуры, как, например, произошло в ДК сельского поселения Нестеровское. В свой день рождения наша дорогая виновница торжества Республика Ингушетия принимала музыкальные подарки. Конечно же, в этот особенный день со сцены звучали патриотические композиции, а также народные песни, в которых каждая строка, каждая нота пропитаны любовью к малой родине. В пожеланиях родной республики все были едины во мнении о том, что наше культурное и духовное развитие должно быть беспрерывным. И самое главное, мы должны очень бережно хранить наши красивые обычаи и традиции, смело смотреть в будущее с опорой на светлую память наших предков. يمتك حيان شيء شو حال تغني حياة تغن يرسبولك خوز دايود جدا إيش داي هار ويرت ميق موا سجا دال شيء يمو خوز هار شرشر دوالت دال يوخلي موخو республики. Хочется пожелать, конечно, мира, добра, любви земной, вот, и с каждым днем, с каждой годовщиной, чтобы только улучшалось, чтобы мы верили в будущее и сами прикладывали к этому, ну, я не знаю, максимум, может быть, нет, но хотя бы какие-то усилия для того, чтобы улучшить этот мир. أتو خلوي نيشنو واتل دي واشي جشتيش قنتير دولار خلوي وزنديل واشي كأت خلوي خلوي أول عصر خلوي دالشي لقن وقتي بتشحوط إيه في مخك دال اشتي دقة نزلوا بين بركتي وش دال مسين برتا بوب اشتدا خدايا دال نزلوا بين يبرسفتات نالدوين مسين ديكمي دال يحتباق ديك شامتيه. Не обошли вниманием и юных жителей. Специально для них была организована выставка декоративно-прикладного искусства, различные игры и даже стрельба из лука. концерт, выставки, стрельба из лука, выставки
Своим творчеством праздник украсили как уже состоявшиеся артисты, заслуженные деятели культуры и искусства региона, так и воспитанники Дома культуры сельского поселения Нестеровское. А зрители, в свою очередь, отметили, что когда песни исполняются с искренними переживаниями, как говорится, из глубины души, то они непременно пробуждают патриотические чувства как у исполнителя, так и у слушателя. Войлочная летопись ингушей «100 ковров» к столетию со дня основания ингушской государственности готовит доктор исторических наук, этнограф Зайнеп Зарахова. Мы пригласили Зайнеп к нам в студию. Здравствуйте. Добрый день. Ваш проект поддержали на федеральном уровне. С одной стороны, это бесспорно признание вашего таланта. С другой стороны, это большая ответственность. Как вы справляетесь с такой нагрузкой? Да, это, конечно, огромная ответственность. 100 ковров к столетию ингушской государственности мы решили таким образом отметить свою радость по поводу этого торжественного события, торжественного праздника. Ну, вот, как возникла сама идея создать такую коллекцию, конечно, не сегодня, не вчера, а вот с тех пор, вот, как появился на площадке альбом «Ингушские орнаменты» с датой издания 1924 годом. И с первой экспозиции, с первыми коврами, которые создала Райшат Ахильгова. В это время мы как раз начали активное исследование по теме орнамент как этнографический источник. Привлекла к этому делу и учениц, и аспирантку взяла. И начали так вот широко вникать, изучать, как сам альбом. Кстати, вот альбом я исследовала лет 10, как он создавался, почему он создавался, и кто является автором зарисовок. Глубокая исследовательская работа. Да, конечно. На протяжении 10 лет почти проводились исследования как альбома «Ингушские орнаменты», так и одновременно шло исследование технологий ковроделия, ковроткачества и разных вариантов, какие они были на Кавказе, и в частности у ингушей. И исследование этой большой такой необъятной темы меня привело к тому, что все-таки, вот как отметил Хаджибекар Ахриев названием альбома «Ингушские орнаменты» 1924 год, все зарисовки, орнаменты, петроглифы так или иначе перекликаются на ковровых полотнах. И это меня привело к тому, что я решила сама изучить технологию и начать создавать ковры. И первый ковер был изготовлен в 2015 году. И назвала этот ковер «Дякости» – «Отечество». Очень так вот интересно, почему именно этот ковер и почему «Отечество». Он был сделан по зарисовкам из книги, которая вышла в Турции. И в книге этой были представлены ковры как ингушей, чеченцев, так и других народов Кавказа. Ну, вот, сам этот ковер, он сразу вот как-то своим характером говорил о том, что истоки его отсюда. Ну и так получилось пророчески, что через несколько лет ковер этот был привезен нашим соотечественникам Салманом Ахриевым и сдан в Музей изобразительных искусств Республики Ингушетия. Ну и с этого первого ковра дальше уже я стала все больше работать и обратила внимание, в первую очередь, директор художественной школы, и сразу пригласила в 2016 году уже вести у них курсы, обучать детишек. Следом в Центре образования города Магаз мы начали детей учить этому искусству. Были сделаны некоторые шаги и в 15-й школе, ну а потом уже Республиканский дом народного творчества имени Раи Евлоевой. Руководил в то время Беслан Газдеев. Пригласили меня для того, чтобы мы уже обучали искусству ковроделия желающих. Это и средний возраст девушек, и людей постарше, то есть тех, кто желает. И таким образом с 2018 года идет процесс обучения. Я открыла мастерскую, то есть меня поддержали при
Республиканском доме народного творчества. А наша мастер замечательная Райшат Ахильгова открыла мастерскую в селении Инарки. Ну и в то же время постоянно мы работали, создавали свои ковры. И были выставки, и одна за другой были и выезды. Сегодня ковры наши в коллекциях разных, и в музеях республики, и за пределами. Но на определенном этапе я все-таки пришла к мысли, сам альбом «Ингушские орнаменты», 1924 год, наводит на мысль, что к 1924 году, к столетию, надо представить 100 ковров. Как здорово. Вы уже в то время задумывались об этой дате? Да, я уже думала об этом, но не высказывала, потому как это огромная ответственность. Ведь работа над одним ковром занимает какое время. Одно дело, когда войлок вручную валяет. Так вот, именно вот то, что этот процесс представлял собой очень тяжелый труд. Первые, конечно, физически трудно. Первые ковры, они у меня были размерами 80 сантиметров на 140, и целая коллекция была создана именно вот в таких размерах. Но потом уже по мере того, как мы и начали пользоваться валяльным станком, то есть войлок валять станком можно, и можно прекрасно потом создавать ковровые полотна, у нас процесс пошел немного быстрее. А само качество, оно отличается при работе станком, либо когда это вручную? Вы знаете, само качество, оно становится лучше и лучше от опыта работы с войлоком. И вручную, и с техникой. Не имеет значения, получается? Нет, конечно, Главное, нет. По мере того, как ты набираешься опыта, ты уже можешь сделать войлок именно вот в таком виде, в каком тебе он нужен на данный момент. У нас создавали истинги. Истинги – это одноцветные войлочные ковры, и только по периметру как бы украшенные тесьмой. А уже войлоки, когда их использовали для орнаментов, получали другое название. Одни и те же орнаменты выкраивали на войлоках разных цветов, потом перекладывали, сшивали и обшивали тесьмой орнамент. Так вот, эти ковры, являясь истингами, то есть само то слово «истинг» от «устунтха» – «ист-уст», то есть из шерсти. Интересно. Да. И поскольку из шерсти, то эти ковры, которые потом получили название от своей технологии «хетта-ферт», «хетта», то есть соединение войлока, «хетта» – соединение «ферт» – войлок. Они называются и истингами, и «хетта-ферт». Но одноцветные войлоки никогда не вешали на стены, их чаще всего клали на пол. Поэтому в этом принципиальное отличие. Да-да, толще их валяли, более такими объемными они были. И они более функциональные, получается, скорее всего, чтобы тепло было. Да-да-да, чтобы и тепло было. И в ингушских домах, да и на Кавказе в целом войлоки были распространены. Войлоками покрывали и полки, войлоки были как украшением, так и для утепления помещения. Но потом уже со временем появилось желание именно создавать с пожеланиями ковры. Ведь когда не было письменности, не было тех возможностей, о которых мы сегодня знаем и живем в этом мире, просто всех условий, тогда через знаки какие-то, через образы выражали свое пожелание, там, выражали чувство защиты. Вот об этом поподробнее хотелось. Вы во многих интервью в предыдущих наших программах часто делаете акцент на то, что эти самые рисунки, орнаменты, они были не случайны. Да, они не случайны, они несли какую-то смысловую нагрузку. Здесь использовалось ли что-либо из этой категории, и есть ли там смысловая символичная нагрузка, привязанная к столетию? Ну, ты знаете, к столетию каким образом? Вот мне захотелось именно подготовить такую выставку. Это прежде всего потому, что здесь будут представлены ковры, зарисованные 100 лет назад Хаджибекаром Ахриевым, чуть позже, в 30-х годах, Газимагомедом Даурбековым, Мурадом Базоркиным, Щеблыкиным, Виноградовой, она прекрасный ковер зарисовала в горном селении Лейми, потом Ивановым и другими исследователями. И все эти зарисовки где-то вышли в альбоме, где-то они хранятся в архивах центральных музеев, хранятся в нашем архиве, вот в архиве Музея изобразительных искусств хранятся зарисовки, сделанные некогда Газимагомедом Даурбековым, а уже иллюстрированные и подготовленные к печати Степановым.
Мы знаем, что Гази Магомед Даурбеков и в 30-х годах, и в 60-х, в 70-х годах делал эти зарисовки. Так вот, нам бы хотелось в коллекции 100 ковров показать ковры, которые зарисовывались на протяжении столетия, то есть изготавливались, а их зарисовывали. Но ведь обратите внимание, вот те первые ковры, которые были зарисованы, они-то в себе несут идеи и смыслы более отдаленных времен. Так и тот же Ахриев Хаджибекар, который был одним из первых художников и в 1917 году уже закончил Строгановское училище, он прекрасно знал горы. Он был выходцем селения Вурток, и все археологические экспедиции, которые работали в горах с 1920 по 1937 годы включительно, все время желали иметь в составе группы именно Хаджибекара. Он знал как мифы, легенды, сказания, рассказы. И мы видим сегодня, вот, когда открываем старинный альбом, что они не просто делали зарисовки, то есть художник, но и подписывали текстами. А тексты писались и подписывались ковры на ингушском языке, на латинице. И здесь тоже такой важный момент. В составе экспедиции, которая работала в Джайрахском ущелье в 1921-1922 годах, были Заурбек Мальсагов, Хаджибекар Ахриев, и потом уже, спустя годы, ученый Леонид Семенов говорит, благодаря этим людям впервые этнографический материал был записан на родном языке, на ингушском языке, на латинице. А ведь латиница была принята только в 1923 году, да? Вот когда Сердало газета. Заурбек Мальсагов, да. Когда была издана первая газета. А до этого времени уже интеллигенция пользовалась этим языком. Уже начинали что-то писать, и в старинном альбоме появились первые записи как раз на латинице, под коврами, о смыслах, о чем говорят ковры. Ну вот благодаря этнографу Заурбеку Мальсагову, который 130 лет отмечает в этом году, как раз-таки это все закрепилось. Благодаря и Заурбеку Мальсагову, и его прекрасному другу и коллеге Хаджибекару Ахриеву. Хаджибекар Ахриев, я вам скажу, был не только художником, он был прекрасным археологом, он был знатоком древней истории, культуры, мифологии. Это был человек очень образованный и многознающий. И вот они уже в той экспедиции как раз-таки на родном языке фиксировали некоторые этнографические материалы. И альбом был в числе первых таких материалов. Ингушские орнаменты. Среди ваших работ есть какой-либо избранный ковер, особенный, близкий вашей душе, вашему сердцу? Ну, знаете, вот когда я работаю над коврами, начинаю композиции строить, а я, вот как говорил когда-то наш первый художник, стараюсь не менять ни в пропорциональном соотношении орнаментальной композиции, ни в количестве вот этих всяких деталей. И все-таки вот работая над ковром, мне кажется, вот этот ковер самый лучший. В моменте, да, работаешь над другим и тоже думаешь, вот этот я бы не заменила ни на какой. То есть они все имеют в себе такую добрую, благородную ауру. Они несут в себе вот какой-то такой посыл очень добрый из древности, что они все родные, все любимые. Но ковер Буро, конечно, он в числе первых. Почему? Ковер, ну вот не знаю, но вот эти вот образы, которые показаны вот на этом ковре, и полет орла горного, и образ Аранта, это образ молящегося. И вот эти вот все вот четкие очертания, а у нас ковры, они как бы перекликаются и с характером народа, по четкости, по выразительности, и с теми башнями грациозными, строгими. Ну вот своим характером он как-то вызывает такое доброе отношение. Мне нравится композиция ковра «Фалхан». Здесь и образ горного тура, здесь и образ четырехрогого барана, который по понятиям прошлым был таким вот успешным. Его дарили по особым случаям, по случаю рождения ребенка или вот какого-то такого хорошего события. То есть почиталось такое отношение. Как символ успеха, символ праздника. Символ успеха, праздника. В общем, все ковры, они универсальны, они необычны. А вообще я вам скажу, что вот это собрание 100 ковров состоит из коллекций отдельных. Это коллекция ангушт,
коллекция нясри, коллекция луами, по старинным фотографиям, свадебная. То есть они несут в себе определенное такое, да. Соответственно, все зависит от тех зарисовок, которые были. Так вот, композиция «Ангушт» была подготовлена к 250-летию добровольного вхождения в состав России. Мы знаем, что в селении Ангушт, близ на склоне Согласия, Баштпос, было заключено согласие. И потом из селения Ангушт шло расселение там. Шолхи, Ахки-юрт, Янкоин-юрт, ну, Мочхи-юрт и другие. И вот в этих селениях были сделаны зарисовки Ахриевым еще в те годы. Вот эти ковровые композиции в одной коллекции, в другой Нясыри. Это ковры Назрановского района. Это ковер под названием Нясыр вокзал, так назывался этот пункт, когда только прокладывали еще железную дорогу. Это и ковры Насыркорт, и Алты-юрт, Дашлак-юрт, Бурукалх, ну и другие. Я их называю ингушскими названиями, так как они были подписаны. Следующая коллекция Луами. Это как раз-таки та коллекция, которая сделана по зарисовкам, сделана в Джайрахском ущелье. И Ахриевым, и Даурбековым, и Виноградовой, и другими. Это ковры селения Джайрах, Арымхи, Бейни, Фалхан, Пемат и другие. То есть каждая коллекция из 12 ковров представляет вот отдельное такое содержание. И интересная работа была над коллекцией по старинным фотографиям. Так уже вот лет 20 я собираю фотографии из семейных архивов, где на заднем фоне имеются ковры. И по этим зарисовкам, если там вот какая-то часть видна, я восстанавливаю эту композицию, реконструирую и создаю ковры. Но вот такие же ковровые композиции мы создали и для этой коллекции. Ну а свадебные коврики, так они вообще стали вызывать особое место внимания в последнее время. На ингушских свадьбах мы всегда видим, что невесту встречают ковриком. Если это были простые коврики до недавнего времени, мы сегодня снова возродили использование этих войлочных ковров с орнаментами на наших свадьбах. И приятно бывает, когда просят ковры там, населенного пункта или ковры, имеющие отношение к той или иной фамилии. То есть традиция, она возродилась. И сегодня вот те же ковровые композиции, что относятся к селениям, там вот Ахки-юрт, Мочхи-юрт, Буру, Янкоин-юрт и другие, мы стали делать в таких светлых тонах, светло-золотисто-зеленых, то есть имеющих отношение и к светлому празднику, и к продолжению рода. И желаем, чтобы наши традиции жили как можно дальше. Скажите, а на каком этапе сейчас работа, сколько уже ковров изготовлено и сколько осталось? Ну, готовых ковров у нас на сегодняшний день около 90 ковров. Вы практически уже у цели. Но дело в том, что над каждым ковром работа идет очень долго, а вот остальные ковры, ну, 12 ковров, они еще находятся в активной работе. Но уже очень скоро, 25 июня, мы должны представить нашим землякам выставку, которая имеет свое такое ясное, четкое название «Эстинки. Войлочная летопись ингушей». 100 ковров к столетию ингушской государственности. Конечно, очень благодарны за идею, поддержанную министром культуры Залиной Ильяновой, за поддержку этой идеи главе республики Махмад Али Макшарибовичу Калиматову. И будем надеяться, что она порадует всех. Ну а мы, в свою очередь, благодарны вам за то, что уделили нам время. И, как говорят на Востоке, здоровья вашим рукам, Зейнаб. Спасибо большое. Спасибо. Вам тоже больших успехов. Ну а мы напоминаем, что у нас в студии была доктор исторических наук, этнограф Зейнаб Зарахова. В Национальной библиотеке Республики Ингушетия имени Джамалдина Индиева состоялась научная конференция, посвященная 130-летию Заурбека Куразовича Мальсагова, выдающегося деятеля культуры и науки, просветителя, основоположника ингушской грамматики и литературы, основателя печатного издания «Сердало». Будучи выпускником Ленинградского государственного университета, в 1921 году он создал ингушский алфавит на латинице, на основе которой в 1923 году выпустил газету «Сердало». Заурбек Куразович также является основоположником научного исследования нахских языков. Он написал ряд научных работ по языкознанию и литературоведению, которые являлись первыми в данных областях. Кроме того, Мальсагов пробовал себя в художественной литературе. Он написал 2 пьесы на ингушском языке «Похищение девушки» и «Месть».
которые заложили основы Ингушского национального театра. Также он переводил на ингушский язык поэзию Михаила Лермонтова и других русских классиков. Как просветитель Заурбек Мальсагов внес большой вклад в развитие грамотности ингушского народа. При его активном участии в регионе были открыты школы и основано Ингушское литературное общество. Важно отметить, что за короткое время оно сплотило весь культурный цвет Ингушетии и смогло разбудить среди широких масс населения республики интерес к родной письменности. Этническая музыка, словно глоток свежего воздуха, возвращает к истокам, придает силы, снимает тяжесть души, облагораживает, является способом национальной идентификации. Во Дворце культуры города Назрань состоялся вечер этнической музыки. Концерт был организован Центром театра, кино и креативных индустрий. Насладиться национальными мотивами пришли руководители и работники творческих коллективов Министерства культуры региона, жители Ингушетии, а также студенты и школьники. Открыл этнический вечер танцевальный коллектив под руководством художественного руководителя Центра, заслуженной артистки Республики Ингушетия Азы Арапиевой. Они исполнили ингушский девичий танец. Между выступлениями развлекала зрителей ингушскими забавными прибаутками и песнями, а также вела концерт заслуженная артистка Ингушетии Зара Картоева. Порадовала исполнением на ингушских музыкальных инструментах группа «Оула», музыкальный руководитель которого заслуженный работник культуры Республики Ингушетия Марина Икажева. Кроме того, Марина исполнила свои знаменитые песни. На концерте также выступили и другие яркие артисты Центра. На такой красивой музыкальной ноте мы прощаемся с вами. До новых встреч на Национальном.